Хотела я сегодня поговорить о вещах действительно важных, о национальных интересах нашей страны, о впечатлениях, оставшихся после Абхазо-Российского делового форума, о соглашениях, которые были подписаны и подписание которых отложили до лучших времен. И надо было в это время Нугзару Ашупа взять и высказать свои мечты вслух российскому информационному агентству «Спутник». Да нет, конечно, это не какая-то программа по усовершенствованию системы образования, демографии, возрождению села или борьбе с наркоманией. Такие программы неугомонные ходаки во власть хранят по запас, под 7 печатями, чтобы Хаджимпа не узнал и, не дай бог, не воспользовался чудодейственным рецептом и не спас страну до их прихода. Поэтому лидер общественной организации Абзанхара, что в переводе означает «жить хорошо», озабочен, как сделать так, чтобы тем, кому жить хорошо, стало жить не просто хорошо, но еще и весело. И вот какой способ хорошего житья придумал общественный деятель, который, в общем-то, в свое время был согласен, что запрет на игровой бизнес, принятый в 2006 году, был своевременным и правильным. Но время идет, размышляет Ашуба, и почему бы нам не сделать маленький закрытый регион размером эдак в 200 гектаров, и пусть богатые люди просаживают там свои деньги. Под такой регион Нугзар Ашуба готов отдать Акармару или Сальме и пускать туда только богатых людей и только по предъявлению чековой книжки, на которой не меньше 10 тысяч долларов, словно индульгенцию во искупление грехов. И как тут не вспомнить католиков и гуситские войны? Конечно, у богатых людей свои причуды, и когда предел мечтаний достигнут, дома построены, машины куплены, участки выделены, а книжный магазин не сегодня-завтра будет отобран, хочется чего-то для души, так сказать, с размахом пожить и крутануть рулетку разок-другой. А вдруг опять повезет? Хотя вполне возможно, что неугомонный политик печется совсем не о том, как потратить свои деньги, а о том, как их еще заработать. Нетрадиционным, так сказать, для абхазов способом. И чтобы впечатлить широтой своей идеи народ, приводит в пример одну из самых благополучных стран – Лихтенштейн, в которой игорный бизнес, по его словам, стал бюджетообразующим сегментом экономики. Странно, что Ашуба не привел в пример промышленность и сельское хозяйство этого княжества или хотя бы развитую банковскую систему, а остановился на игорном бизнесе. Почему из всего того, что формирует экономику процветающей страны, надо выбрать для примера именно то, что нанесет еще больше вред нашей стране, в которой и без игорного бизнеса высочайшая степень преступности, дорожно-транспортных происшествий и, в конце концов, суицидов? Неужели в рюкзаки политиков нашего времени умещаются только идеи, направленные на разрушение страны, и путь к возрождению и лучшей жизни они видят лишь через сожжение книг и создание казино?